Профессиональный праздник у сотрудников спецподразделений. В Башкортостане отметили 33-ю годовщину со дня образования ОМОН, а также 29-летие специального отряда быстрого реагирования Росгвардии. Глава республики вручил государственные награды и передал ключи от нового автобуса «Нефас». Обсудим подробно прямо сейчас в программе интервью. Сегодня с нами командир роты ОМОН Управления Росгвардии по Республике Башкортостан Рафис Валеев. Рафис Рафаэльевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что для вас и ваших коллег означает этот праздник? Во-первых, это наш праздник профессиональный, 33 года образования ОМОН. В 1988 году МВД СССР дал приказ 3 октября создать в 8 больших городах Советского Союза и 3 республик союзных создание отряда милиции особого назначения. И на основании этого приказа у нас родился приказ МВД БССР, и 30 ноября был создан отряд милиции особого назначения на территории Республики Башкортостан, именно в городе Уфе. Когда я устроился в ОМОН, мы еще отмечали только 7 лет образования, уже пролетело 26 лет, 25. Вот уже дошли до того рубежа, что у нас 33 года нам. Кто идет служить в ОМОН и почему вы пошли? В ОМОН идут служить достойные ребята, которые уже прошли, служили в армии. У нас дается, например, на первом месте стоят люди, служившие в ВДВ, пограничных войсках и других спецподразделениях. Вот из такого числа новобранцев мы набираем себе службу в ОМОНе. Первое требование – это физическая подготовка. Это неотъемлемая служба, это требование. Физическая подготовка, умение владением огнестрельным оружием. Ну, остальное уж сами воспитаем, сами продадим. А так, в основном, все ребята молодцы, которые идут. Это тяжелая работа. Это понимают только те люди, которые служат в ОМОНе. Это те люди, которые держатся в ОМОНе. Ну, как говорится, личный состав. Они все понимают, все служат добросовестно. Почему вы пошли? Расскажите вашу историю. Вы были в горячих точках. Ваш путь очень интересен. Мой путь заключается в том, что после армии, это 94 год, после службы в пограничных войсках, решил поступить в службу в ОМОН. Тогда еще ОМОН, отряд милиции особого назначения. Пришел, сдал все физические, все нормативы, вроде прошел и начал служить в 96 году. Начал в 95 году, в 96 году начал служить в ОМОНе. И вот за 25 лет службы неоднократно побывали в горячих точках и неоднократно принимали участие в задержании вооруженных преступников. Много всего было за эти года. И у нас даже, хочу сказать, до сих пор в ОМОНе служат такие люди, которые прошли не только первую, вторую чеченскую кампанию, а люди, которые служили в Афганистане, первую кампанию прошли, вторую кампанию прошли. Они до сих пор в строю, и мы ими гордимся. Они показывают пример нашему поколению, можно сказать, даже тому поколению, которое сейчас приходит. Я очень горжусь этими людьми. Они молодцы. Какой пример они подают? Вот внутренние качества человека, который служит в ОМОНе, на ваш взгляд? Внутренние качества в ОМОНе, которые выдают, они, во-первых, своей терпимостью, потому что не всегда бывают и выходные, и холодные погоды, и теплые погоды. Всем примером они подают. Они постоянно у нас впереди, всегда тянут, и мы тянемся за ними. Рафис Рафаэльевич, глава Башкортостана Ради Хабиров посетил накануне профессионального праздника спецподразделение. Он отметил, что это очень тяжелая служба. Вручил государственные награды и передал ключи от нового автобуса «Нефас». А как вы оцениваете сотрудничество с республикой? Во-первых, огромное спасибо хочу сказать руководителям нашей республики, главе республики, заместителям. Огромное спасибо. Огромное спасибо за автобус, который нам нужен был. Он очень нужен был. Вот люди, которые ездят в командировку, мы постоянно ездим в командировках, потому что старый автобус уже почти старым стал. Огромное спасибо. И за поддержку постоянную, с их стороны, за поддержку и морально, и материально. Огромное спасибо. У нас понимание руководителями республики есть, они нас понимают, и огромное спасибо им. Вы уже сказали про ветеранов боевых действий, которые служат в числе сотрудников спецподразделений. Да? Я добавлю, что
226 сотрудников Росгвардии из Башкортостана удостоены высоких государственных наград вот за эти 33 года, да, в том числе 25 ордена мужества. К сожалению, вот 7 из них посмертно. И расскажите, пожалуйста, как идет поддержка семей, которые потеряли кормильцев, от сыновей, мужей, да, и вот какие традиции установлены? Традиции установлены, помощь все равно оказывается. Но хочу сказать, что в ОМОНе у нас погибших нету. Это сотрудники СОБР, которые погибли при выполнении служебных обязанностей. Мы преклоняем перед ними голову. Очень огромное спасибо за их труд. Но со своей стороны помощь все равно оказывается там, семьям, погибшим матерям, женам, детям. У них уже дети выросли. Некоторые из них уже тоже служат в МВД. Некоторые служат также и в ОМОНе. Ну, огромное спасибо им. Про ветеранов боевых действий. Про ветеранов боевых действий. Да, у нас много ветеранов боевых действий, как я уже озвучивал. Есть ветераны даже афганской войны и первой, второй кампании. Очень много ветеранов. У них есть заслуженные награды правительственные. Это кавалеры ордена мужества, медали за отвагу. Много у них наград. Все эти награды заслуженные. Все они достойные. И наши сотрудники им гордятся, что они получили правительственные награды. Ну и это пример для подрастающего поколения. Ведь каждый раз ежегодно, уже вот несколько лет, дети, ученики кадетских классов, они приезжают к вам, для них показывают вот умения бойцы и плюс еще военную технику, которая у вас есть на вооружении. Да? Расскажите, пожалуйста, вот про связь поколений. Вот эту. Про связь поколений, потому что да, у нас и раньше были, и сейчас есть такие так называемые дни открытых дверей, куда мы приглашаем кадетский корпус и старшеклассников, которые... Для чего это делается? Это, во-первых, патриотическое воспитание, это показывать умение владения оружием, спецтехникой, показываем им технику, какая у нас есть. И чтобы люди в будущем решили для себя, куда пойти после армии на работу, на службу в ОМОН или в гражданское. Ну, огромные, да, показываем показательные выступления. Им самое нравится вот это показательное выступление, специальная техника, вооружение. Они все прямо трогают, смотрят. И странно видно, что им нравится. Я надеюсь, что наше поколение тоже поймет, со временем тоже придут служить в ОМОН. И у нас очередь будет стоять в ОМОН. Надеемся. Можете ли вы раскрыть секрет, как вот боец может во время показательных выступлений постоянно, это мы видим, да, рукой может разбить вот деревянную доску, достаточно крепкую. В чем секрет? Секрета никакого нет, просто бойцы тренируются, постоянно идут тренировки. Это никакого секрета нет, никакого там секрета и чуда нет. Это сила, умение. Какой период времени нужно тренироваться? Ну, тренироваться надо всегда. Как пришел в отряд, такие пока не ушел, всегда надо тренироваться. Но тренировки у нас идут ежедневные. У нас каждый день физическая подготовка, тактическая подготовка. Это все проводится. Это проводится на высшем уровне. У нас есть сотрудники БСП, которые занимаются личным составом постоянно, ежеминутно. И с этими тренировками они уже начнут потихоньку и разбивать банки, и ломать доски, и все остальное. Кирпичи. И кирпичи тоже, Кирпичи да. также, да, и через огонь, и воду. И через огонь, и через воду. Они все умеют, все могут. Мы знаем, что вот сотрудники спецподразделений, да, отряда мобильного особого назначения Росгвардии выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечивают общественную безопасность граждан, а также борются с терроризмом и экстремизмом. Вот такие функции. Насколько важны моральные человеческие качества у бойцов? Моральные человеческие качества бойцов должны всегда соответствовать требованиям. Например, даже то же самое охрана общественного порядка и общественной безопасности при проведении, например, даже футбольных матчей, там, хоккейных матчей, это все равно терпение, это надо стоять все равно под дождем, надо смотреть за порядком, чтобы там не было никакого ЧП. А при задержании опасных преступников, конечно, это годами натренированные, без этого никак, потому что преступник может в любой момент вооружен, хоть с ножом, хоть с пистолетом, он же на него идет, все равно все эти умения, все должны быть соответствовать требованиям. И какие рекомендации вы можете дать вот нашим зрителям, да, все-таки у вас очень большой опыт службы?
И зрителям хочу рекомендацию дать такую, что в ОМОНе работают, вернее, служат не просто люди, а именно отборные люди, которые могут все, никого не бояться и за свою родину, за наших граждан всегда будут стоять на охране нашей родины. Ну и, может быть, есть какие-то особые рекомендации, как сохранять общественную безопасность и порядок, на что обращать внимание? Ну, не нарушать, не нарушать общественный порядок, и все. Остальное все будет хорошо. Спасибо вам большое. И еще раз с прошедшим с праздником профессиональным вас и ваших коллег. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Сегодня гостем программы «Интервью» был Рафис Валеев, командир роты ОМОН Управления Росгвардии по Республике Башкортостан. И мы обсуждали, насколько тяжелая эта служба и то, что отметили сотрудники спецподразделений. Профессиональный праздник. Не отключайтесь. Оставайтесь вместе с нами.